Абрам, Андрей Мохов, ТНВ, Казань. Легендарная «Машина времени» отыграла бесплатный концерт на Казанском ипподроме. Послушать любимых исполнителей могли все желающие. Андрей Макаревич признался, кто-то хочет услышать знаменитые хиты, а кто-то новые композиции. Поэтому программу составили 50/50. О впечатлениях лидера группы от «Новой Казани» и состоится ли фестиваль сотворения мира в этом году, расскажет Зульфия Таразова. Пресс-конференция началась за 4 часа до концерта. Лидер легендарной «Машины времени» Андрей Макаревич сразу признался. Он, мягко говоря, в шоке от тех перемен, что происходят в Казани. Очень большой перерыв, когда нас здесь не было. После 90-х годов, скажем, да, когда Казань славилась в основном своими бандитскими бригадами, а город был жутковатый. И потом мы приехали, когда здесь мэром был уже Ильсур Раисович, и мы уже тогда Казань не узнали. В этом году рок-группе исполняется 44 года. Совсем недавно в составе сменился музыкант. Макаревич подчеркнул, теперь группа зазвучала гораздо лучше. Оценить новое звучание смогли все желающие казанцы. Когда нас покинул, по-моему, неожиданно для себя самого Евгений Шулимович Маргулис, и на его место был взят замечательный музыкант, замечательный гитарист Игорь Хомич. Впервые ни одного отрицательного замечания по поводу нового музыканта не было. Ни одного. В полном составе «Машина времени» выступила в Казани 6 лет назад на первом сотворении мира. На вопрос о судьбе фестиваля организатор ответил, в этом году его не будет. Макаревич признался, он устал от ненужной волокиты и уничижительной просьбы денег. «Наверное, я просто перегорел», – откровенно сказал Макаревич. Зульфия Таразова, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань.